Добрый день, друзья! У вас на экране второй выпуск «Суммы событий», обзора наиболее примечательных и ярких событий в республике, и не только в республике, за минувшую неделю. Давайте вместе вспомним и обсудим все, что нас волновало последние несколько дней. Готовы? С 1 декады мая в Якутии объявлен ЧС в 4 улусах. Подтопило Бяскюэль, Ерт, Магарас, Бедемях, Рабут и так далее. Власти заявляют, что все под контролем и что, цитируя Перштаб Якутии, население оповещено, пункты временного размещения населения в готовности, отогнан скот, на местах организовано круглосуточное дежурство. А вот как это самое оперативное оповещение комментирует само население. Сегодня на 7 мая в 6 часов утра наш жилой дом затопило водой на 23 сантиметра над полом. В это время мы все спали, вода пришла очень быстро и затопила наш дом. Мы семьей Ивановы живем в селе Бяскюэль. У нас вчера резко поднялась вода и затопила вся дом водой. Топить населенные пункты Якутии началось 7 мая. 10 мая глава республики Айсен Николаев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу прохождения паводкоопасного периода. Он раздал указания и поручения, излучал при этом оптимизм, бодрость, что понятно, ведь паводок он держал в руках. Простите, это из другого мира. Цифра, конечно, увеличится, но мы уже ковид держим в руках. Чтобы больше ничего не напутать, лучше я вам самого главу процитирую, так у нас не будет неточности. Итак, Айсен Николаев, 10 мая 2023 года. В целом ситуация складывается согласно прогнозам. Вся необходимая работа на местах проводится по плану. Получается, что вот это вот, то, что сейчас будет на экране, это по прогнозам и согласно плану. Вот такую картину рано утром в своих домах увидели жители поселка Бяскюэль. Затоплено 6 многоквартирных жилых домов и несколько частных. Есть угроза подтопления местной больницы. Уровень воды превышает критический на 86 сантиметров. Ну да, паводок паводком, а праздники по расписанию. И главный из них, безусловно, 9 мая, День Победы. В этом году мероприятия прошли довольно скромно. Не было парадов, почти во всех городах республики отменили колонны Бессмертного полка. Неофициально это связано с тем, что существовала угроза террористических актов. На деле же просто, чтобы не заморачиваться организацией дополнительными расходами. В городе Якутске так и вовсе вздохнули с облегчением. Ну какие колонны? Столица встречает уже который праздник в таком состоянии, что хочется не веселиться, а обняться и плакать. Но знаете, что интересно? Антитеррористических рекомендаций не послушался город Ленск. Там прошел Бессмертный полк и ничего не случилось. Да и в Якутске ничего не случилось, несмотря на то, что массовые мероприятия все равно состоялись. Не было Бессмертного полка, не было парада, но накануне 9 мая была свеча памяти, собравшая множество людей на площади Победы. Здесь же вальсировали в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне аж 76 пар. На следующий день официальные чины возлагали на этой же площади цветы, и за ними стояли колонны людей в форме. Множество участников. Я уж молчу про массу людей, которая собралась вечером на 203-м микрорайоне, чтобы смотреть салют. Но в отличие от Бессмертного полка, они почему-то никак не могут быть мишенью ни экстремистов, ни террористов, ни прочих людей с украинскими IP. Ну, помните еще этот мем? Когда вот этот дым от пожаров пришел в Якутск, конечно, люди заволновались. И, конечно, как всегда, появились и подстрекатели, паникеры. Причем я вот сейчас как раз смотрел, как вы разговариваете с Сатановским. Многие IP-адреса мы потом смотрели, это украинские адреса. Так? А знаете, где еще собиралось много людей? На 17-м квартале. Им, впрочем, никакая угроза теракта не страшна. Они и так живут в таких условиях, что Голливуд бы постеснялся их использовать в качестве декорации для фильма ужасов «Адские зомби-апокалипсиса». В пилотном выпуске «Суммы событий» я уже рассказывал о том, как доведенные до отчаяния жители затапливаемых домов на окраине Якутска записывали видео для Путина. Посмотрите, как мы живем. После этого были еще видеооткрытки для популярных блогеров, была попытка получить разрешение на проведение митинга, мэрия пока храбро отказывает. Были обращения в средства массовой информации, и их услышали. Цель моей поездки в Якутск – это работа, которая ведется с Алексеем Сергеевичем по мастер-плану развития города. Нам нужно смотреть вперед, смотреть, как будет город развиваться, развивать качество жизни, новое современное жилье, досуг для людей, общественное пространство. Государство должно проводить такую политику, которая будет направлена на создание возможностей для развития и улучшения качества жизни. Симпатичный мужчина с импозантной бородкой – это помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он, представьте себе, побывал первый федеральный чиновник за долгие-долгие годы на 17-м квартале.
Ну как побывал? Его привезли на самый краешек, на заасфальтированный участок квартала рядом с училищем Олимпийского резерва, окружили толпой чиновников, чтобы, не дай бог, никто не подошел. И вместо реалий квартала, в каких этот самый квартал пребывает, показывали красивые картинки о том, как здесь будет через 10 лет. Ни одного жителя квартала к помощнику президента России не подпустили. О том, что большой человек из Москвы здесь вообще появлялся, люди узнали задним числом из социальных сетей и средств массовой информации. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Примечательно, что у самого Максима Станиславовича даже не возникло мысли прервать вот эту всю показуху. Сказать: господа, все у вас на картинках прекрасно, но давайте пройдемся по улице, пообщаемся с людьми, посмотрим, как они живут. Нет, на кой? Это, увы, форменный стиль федеральных руководителей. Ездить только по парадным объектам. По больницам, поликлиникам, школам, которые либо недавно сдали, либо торопливо отдраили накануне визита. Эти люди никогда не увидят реальной России, поскольку им показывают только задрапированные потемкинские деревни. Ведь если бросить красную дорожку на раздолбанный асфальт, будет красиво и стильно. А пока федеральные чиновники, пардон, не напинают местным, никто особо и не чешется. И, кстати, про красную дорожку я сейчас не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Недавно бросали. Но нужно быть честными. Сказать, что местные чиновники совсем не работают, было бы неправдой. Вот, к примеру, у администрации города есть такая специальная служба СГХ. Служба эксплуатации городского хозяйства. Упрощенно говоря, такая гигантская управляющая компания, отвечающая за общее состояние города. Возглавляет ее верный соратник мэра и депутат Якутской городской думы Владимир Амосов. Он неустанно занят поиском новых креативных способов решения городских проблем. Например, когда снег начал таять, затапливая целые районы города, Владимир Амосов, который должен был его вывести, принялся раскладывать оладушки на природе и призывать на помощь духов. А когда город утонул в лужах, стал серым и грязным, он начал раскрашивать его нарядными плакатами с собой любимым. Получилось очень симпатично. Учитывая стремление к креативному подходу, отрадно, что теперь человеку, который не смог справиться ни со снегом, ни с лужами, ни с пылью, доверят еще и озеленение. Ну как доверят? Уже доверили. Мэрия на этой неделе приняла план мероприятий по озеленению столицы. От идеи привлекать профессиональных озеленителей или создать профильную муниципальную службу власти города решительно отказались. Данные функции просто взяли и закрепили за ведомством Владимира Амосова. Именно он должен разработать порядок организации озеленения города, включающий технологические особенности подготовки почвы, а также обеспечить сохранение посаженных деревьев и кустарников. Как это выглядит на практике, смотрите сами. Не губите, мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите, ради гнездышка грача. Слава богу, столица республики держится не только на плечах Аладушкина. Под занавес минувшей недели мэр Якутска Евгений Григорьев решил показать, кто в городе хозяин, и отправился лично причинять добро и наносить ласку на окраины Якутска. Глава города устроил выезд на птицефабрику, в ходе которого осматривались детские площадки, построенные еще в прошлом году. Площадки при этом предусмотрительно были выбраны из числа таких, мимо которых можно пройти и не застыдиться. Как результат, получилось красивое видео. У вас территория на сколько квадратных метров? Что такое? А вот жильцы домов по улице Кузьмина или по улице Жарницкого, которых тоже некогда осчастливили новенькими площадками, мэра не дождались. Возможно, потому что на фоне их площадок красивые видосы не запишешь и фоточек щелк не настругаешь. Они выглядят так, будто пьяный гастарбайтер с криком «Разойдись!» высыпал какие-то отходы строительного производства, и те случайно приняли форму, отдаленно похожую на детскую площадку. Но, может быть, мы так придираемся на ровном месте? Сами посмотрите. Зачем ругайся на чайника? Подарок. Надо отдать должное, мэрия не отмалчивается. Например, на вопрос, почему глава города приезжает туда, где красиво, а не туда, где проблемы, его пресс-секретарь уверяет, что когда-нибудь приедет и туда, и туда. А в ответ на возмущение жителей 17-го квартала власти с упоением рассказывают про то, как здорово будет, когда на месте трущоб заколосится микрорайон Спортивный. Ждать, правда, придется 10 лет, как в свое время Джоду. Ой, плохой пример. Перепишем. Власти с упоением рассказывают, как здорово будет, когда на месте трущоб заколосится микрорайон Спортивный. А пока его ждут, можно переехать и в микрорайон Звездный. Собирайся, прямо сейчас едем на дачу. Как?
на дачу. Прямо сейчас едем. Так, все, я готов, я почти все, мне сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды. Мне... Так, где тапки мои? Слушай, а кто еще едет? А? Антон едет? Витька? Сашка? Должен сказать, пиар Звездного, квартала, строящегося на ДСК за счет средств инфраструктурного кредита из федеральной казны, в последнее время идет прям очень навязчиво. Но рекламы много не бывает, поэтому я тоже проникся и тоже внесу свою лепту. Причем абсолютно бесплатно. Как там было в одном из приторно-сладких релизов. Звездный, новый микрорайон, который завоевывает сердца. Удобное расположение и развитая инфраструктура делают этот микрорайон привлекательным для жизни. Ой, простите, прям не знаю, что со мной сегодня, все время все путаю. Это же не фотография Звездного, это красивые картинки из макета, с помощью которого презентовали проект и выбивали финансирование. Реальный же Звездный выглядит вот так. Некоторые жильцы, увы, не оценили качество нового и комфортного жилья, в которое их планируется переселить из трущоб. А Звездный, если что, строится с прицелом на массовое переселение туда нынешних аварийщиков. В социальных сетях недовольные люди публикуют вопросы к властям, спрашивая, можно ли отказаться от такой радости, как переезд в пользу другого жилья. И даже приводят аргументы, почему. Вот одно из таких обращений. Мы получили квартиру в Звездном микрорайоне. Там был брак стояка, из-за которого наша квартира была полностью затоплена. Также были затоплены все нижние этажи. Полностью промокли стены, полы, двери и все вздулось. Это означает, что в дальнейшем нас ожидает грибок. Балконы абсолютно все сделаны некачественно, чему свидетельствует видеосъемка. Порог абсолютно проваливается уже, хотя там еще никто не проживал. Нас абсолютно не устраивает район. Мы жили практически в центре, по Лермонтово, а сейчас нас хотят закинуть на окраину города. Абсолютно никакой развитой инфраструктуры, ни садиков, ни школы. И все это будет еще не скоро. А озеро? Какое там озеро-то? Это болото! И государственные, и муниципальные власти республики такое отношение, безусловно, ранит и возмущает. Они же так стараются для нас с вами. Да, понятно, что сметы осваивают свои же компании, что в них заложена немалая маржа на всякие, ну скажем так, непредвиденные расходы, что не осуществляется должный контроль и надзор, что идет экономия на материалах, что картинка плана и реальность – это две большие разницы. Но все равно, где ваша благодарность-то? Ну а если вы не хотите переселяться, то для вас есть вот такой совет от мэра. И вы ее можете продать. Вам, как собственнику, выгоднее взять квартиру, продать ее дороже, чем компенсация за ваше жилье, и купить себе жилье, где захотите, и по какой угодно дополнительной там. Но при этом 3 года потом ждать минимум. Налог надо же платить с продажи квартиры. Минимум 3 года ждешь. Все, о чем было рассказано сегодня, далеко не полный перечень интересных событий, случившихся за неделю. Было еще масса занимательного. От очередной реанимации проекта строительства моста через Лену, здесь пациент скорее жив, чем мертв, до смены руководства Алроса. В обозримом будущем варяга Сергея Иванова-младшего могут поменять на местного Павла Маринычева из Алмазов Анабара. Его еще ранее премировали на пост главы Якутии. Но, увы, нельзя объять необъятное. Или можно? Ставьте под этим видео лайки, рассылайте ссылки друзьям и родным, и по мере роста аудитории мы будем добавлять хронометраж, а то и выпускать отдельные тематические сюжеты. Все в ваших руках. А пока, увидимся на следующей неделе.